доступно. И основным критерием и требованием это знание чешского либо немецкого языка на уровне C1. Меня зовут Алманбет, я являюсь основателем компании Айтеран, Перспектив. Сейчас кратко о себе пока расскажу. Хочу сейчас представить нашего уважаемого преподавателя Игоря Самарцева, который на сегодняшний день открыл свою компанию, работает по разработке сайтов, приложений. Раньше работал в крупной международной компании, как Cybers, которая на сегодняшний день у них, по-моему, около 10 аккаунтов, да, Игорь, есть, где больше 10 миллионов долларов выручка на сайте Upwork. Давай поприветствуем Игоря аплодисментами. Всем добрый вечер. Рад, что все собрались. Значит, всем интересна тема IT, и в IT мы будем все с вами развиваться. Меня зовут Игорь Самарцев, как он меня представил. Мне 22 года, я являюсь фронтенд-разработчиком. Во фронтенде я уже более 6 лет. Начинал все с верстки и постепенно прокачивал свои какие-то навыки. Здесь мы собрались о том, чтобы познакомиться с миром фронтенд, узнать, что это такое, и понять, нужно нам это или нет. Хотелось бы сейчас вообще, чтобы подняли руки, знает ли кто-то что-нибудь о фронтенде, о верстке и так далее. Может быть, кто-то ранее что-то читал. Давайте руки вверх, чтобы как-то понимать, да? Хорошо, есть знающие. А кто вот вообще просто прочел рекламу и увидел слово программирование и решил прийти? Такие есть, которые вообще не бум-бум, если так вот все видите. Давайте тоже ручки вверх. Классно. Ну, сегодня мы будем знакомиться со фронтендом. Что такое фронтенд вообще? Например, когда вы открываете какой-либо сайт, и все, что вы видите визуально на сайте, это и есть фронтенд-часть, за которую отвечает фронтенд-разработчик. Вообще разработка всего сайта делится на две части. Это разработка backend и разработка frontend. Backend — это, грубо говоря, база данных, какой-то обработчик серверный, где хранятся все ваши данные, когда вы регистрируетесь на сайте, пишете какие-либо посты и так далее. Фронтенд часть — это все, что вы видите на сайте визуально. Так вот, задача фронтенда разработчика: у нас есть какая-то статичная веб-страница с неизменными данными. И задача фронтенда разработчика — связать бэкэнд, серверную часть, с визуальной частью, чтобы наши все данные на странице подгружались и были какими-то динамичными. Можно слайд следующий. Вообще, с чего нужно начать, чтобы стать фронтенд-специалистом, верстальщиком и последующим фронтенд-специалистом? Это как минимум 3 технологии: HTML, CSS, JavaScript. Кто знаком с HTML? Давайте еще раз ручки вверх. Да. HTML на самом деле достаточно простой язык. HTML — это не язык программирования, а язык разметки. То есть, когда вы открываете какой-либо сайт, ваша страница имеет определенную структуру. Так вот, эту структуру вы строите на языке HTML. Дальше у нас, то есть она такая скучная, некрасивая, дальше вступает в силу CSS, это язык стилей, который позволяет нам как-то визуально оформить нашу страницу, наш веб-сайт. И третье — JavaScript. Кто когда-либо работал с JavaScript? Есть такие? Есть, да? Для чего JavaScript? Прямо на весь зал. Для чего? Для калькулятора. Да, и на самые первые уроки JavaScript, да? Для чего? Выполнять какие-либо функции, да? Она действует выполняет действие за действием. Действие за действием. Хорошо, у вас какая? Да, JavaScript позволяет нам создать какую-то динамику на нашей странице, обрабатывать какие-то события. Например, вы зашли на какой-то сайт, и вы хотите, чтобы вам перезвонили с этого сайта, и там есть кнопка «Заказать звонок». Вы нажимаете, всплывает какое-то окно для ввода телефона. Так вот, JavaScript, он понимает, обрабатывает события, то, что вы нажали, и выполняет какое-то действие. В данном случае он обрабатывает какие-то события. И сейчас мы, да, давайте следующий слайд. Как раз таки было правильно. Смотрите, перед нами есть сайт Lolofo. Мы видим, он такой красивый, стильный. Вот. И перед нами сейчас стек таких технологий, как HTML, CSS и JavaScript. Но JavaScript мы сейчас не можем потрогать, так как это просто скриншот страницы.
Да, вот и теперь можно туда-сюда не листать, пожалуйста. Вот полностью стек, да, ничего себе, я кричал в свой голос. Сейчас HTML, CSS и JavaScript. Теперь можно слайд следующий. И вот сейчас мы видим структуру сайта в чистом HTML виде. То есть структура сайта, она никак не оформлена и выглядит очень скучно и некрасиво. Это то же самое, как человек, да, у него есть скелет. То же самое на HTML мы строим какой-то скелет нашего сайта. И после чего, благодаря CSS, мы можем придать презентабельный какой-то красивый вид нашей странички. Давайте идем дальше. Да, вот здесь. На чем этот код написан? Java. Где здесь Java? Да, возможно, не видно издалека. Это чисто HTML, и в результате, если мы сохраним этот код, то мы увидим на экране браузера надпись «Привет, мир». Это самый элементарный пример кода. То есть здесь мы что нужно наблюдать? Теги H1, которые говорят, что текст у нас должен быть каким-то крупным. И вообще вся страница так и строится при помощи тегов на HTML. То есть у нас есть какой-то текст, мы его оборачиваем в какие-то теги, назад, оборачиваем в какие-то теги и получаем какой-то результат. То есть так и работает HTML. Порядка чуть больше 110 тегов нам остается выучить, и все, вот весь HTML. Хорошо, идем дальше. Следующий слайд. Здесь какой код у нас? На чем? Да, вот здесь как раз таки код на JavaScript. Вот, здесь мы видим работу на React Redux. И вообще, чтобы быть, смотрите, фронтенд делится на несколько частей. Ты можешь работать верстальщиком. То есть для этого ты должен знать HTML, CSS и JavaScript. И JavaScript ты должен знать немножко для каких-то элементарных действий. Ты будешь работать, можно не переключать, вот когда говорю, переключи. Он сам делает. Сам делает? Тогда извините. HTML, CSS, JavaScript. Ты будешь верстальщиком. Кто такой верстальщик? Есть кто знает, кто такой верстальщик? Кто такой верстальщик? Да, верстка. Смотрите, когда начинается разработка какого-то проекта, сначала сайт отрисовывает дизайнер и отрисовывает он в таких программах, как Illustrator либо Photoshop. И после того, как дизайн утверждается заказчиком, передается макеты, передается верстальщику. И задача верстальщика превратить из картинки в какую-то статичную веб-страничку. И чтобы работать верстальщиком, достаточно знаний HTML, CSS и JavaScript. На изучение HTML, CSS, JavaScript вам потребуется месяца 3, если вы будете упорно заниматься и изучать. Так, давайте слайд дальше. Смотрите, до этого я показывал было HTML, CSS, JavaScript. Если вы знаете эти три технологии, вы можете устроиться на работу верстальщиком. Можете зайти на JobKG, посмотреть, сколько оплачивают верстальщику. Также еще можете где искать работу и смотреть вакансии. У кого есть Telegram, можете открыть Telegram и в поиске напечатать собачка Find Work на английском. И это группа, куда выкладываются все вакансии для работы IT. Билайн, Мошка, все туда выкладывают работу, можете посмотреть. И чтобы работать полноценным фронтенд разработчиком, вам необходимо знание фреймворка библиотеки React либо Angular, дальше Babel, Gulp и NPM. То есть если мы возьмем вот так вот по диагонали все 4 технологии, то вы уже сможете работать полноценным фронтенд-специалистом. Если вы знаете только HTML, CSS, JavaScript, то вы работаете верстальщиком, соответственно. Давайте дальше. Компания EPAM. Кто-нибудь слышал о такой компании? IT-компания EPAM. Вы слышали, да, и как ни странно. Как вы думаете, сколько человек работает в этой IT-компании? Офис самый крупный находится в городе Минск. Вот приблизительные цифры. Сколько человек в компании? 10 тысяч, 3 тысячи. Вот вообще говорят, что сейчас все идут в айтишники, и скоро будет такое, как с экономистами. Все айтишники, и работа закончится, и будем учиться на кого-нибудь другого. Можно следующий слайд? Здесь мы видим из Википедии, что число сотрудников справа 26 тысяч на текущий момент. То есть в одной IT-компании 26 тысяч. И проблем с работой не бывает у хорошего специалиста.
У нас есть такие компании, как Zensoft, MacDevs, тот же Cybers, Erakes, и все эти компании готовы взять стажеров, чтобы их обучать. То есть у Zensoft, если не ошибаюсь, есть летняя стажировка, они набирают около, там, может быть, 100 человек, и в течение всего лета их обучают, если вы успешно заканчиваете, они оставляют вас к себе на работу. Давайте пойдем дальше. Что там у нас? Следующий слайд. Так, да, стоп. Я зашел на сайт headhunters.ru, очень мелко, может быть, кому-то не видно, и ввел в поиске HTML-верстальщик. То есть я хочу найти для себя работу HTML-верстальщиком, и вот такие результаты я получаю. Назад. Собственно, само по себе гуляет. Сам по себе работает. Да. Так, назад. Да. Следующий. Стоп. И мы видим, вот смотрите, если присмотреться, требования к верстальщику, опыт работы на аналогичной позиции 2 года, уверенное знание HTML5, CSS3 и JavaScript. То есть 3 технологии вполне хватает для работы верстальщиком, и зарплата там от 60 тысяч. Эти технологии можно выучить, ну вот если упорно вы будете заниматься, то 3 месяца вам вполне будет достаточно, но главное заниматься. Давайте следующий слайд. И теперь у нас в результатах полноценный фронт-энд разработчик. Мы видим, что основное требование это знание библиотеки React.js, и здесь уже уровень зарплаты от 140 тысяч до 120. То есть HTML, CSS, JavaScript и плюс знание библиотеки React. Уже в 2 раза увеличивает нашу зарплату. Сколько времени нужно для этого? Ну, 6 месяцев нужно будет для изучения вот стека этих технологий. Плюс требуется очень много практики. Если вы не готовы к тому, что вам нужно очень много заниматься, то лучше в это вообще не лезть. Если вы готовы трудиться и прийти к какой-то цели, то давайте будем заниматься. Что касается работы в наших местных компаниях, то вообще у стажеров, то есть раньше как было, что все работают за бесплатно, готовы работать за бесплатно, лишь бы нарабатывать опыт. Сейчас немного другая система, что берут стажеров и зарплата у них от $300. От $300, то есть ты обучаешься, работаешь, в течение полугода тебе уже выставляют какие-то новые финансовые условия. Если ты фронтенд специалист полноценный, то у нас в городе это от $800. Вот, так, что у нас там дальше? Если ты изучил HTML, вот все эти технологии, все это так классно, где же ты будешь работать, да? То есть основная проблема. Первое, ты можешь работать на фрилансе, то есть удаленно. Перед нами сейчас российские сайты фриланса. Это freelance.ru, fl.ru. fl.ru является самым таким крупным из российских. Вы можете зайти на этот сайт, перейти во вкладку «Проекты» и посмотреть вообще, какие предложения по работе предлагают вам заказчики. То есть это сайты, где вы не устраиваетесь на постоянную работу. Заходит какой-то человек, говорит, мне нужно разработать интернет-магазин, один проект, интернет-магазин, и вы заходите как исполнитель и предлагаете свои услуги, что я могу выполнить. Сделали его заказ, ищите нового заказчика, то есть это просто поиск проектов, которые вы можете выполнить. Это что касается российских, оплата в рублях. В среднем оплата рублей 500 в час, если вы такой среднего уровня специалист. И дальше есть еще европейские площадки, они уже являются англоязычными. Здесь уже лидер на рынке Upwork. Но для работы на Upwork вам необходимо уже знание английского языка. Вот. Если с английским нет никаких проблем, можете начать работать на Upwork. Кстати, вот группу давал, собачка Finework в Телеграме. Если вы туда зайдете, там в описании есть еще ссылка на группу Upwork, где из Кыргызстана собрались люди, создали свою группу и помогают друг другу работать на удаленной основе. Вот. Сейчас хотел бы ответить на несколько вопросов, у кого, может быть, возникли касаемо фронтенда и так далее. У кого есть вопросы, можете поднять руку. Кто хочет начать заниматься фронтендом, но не знает, с чего начать, какие-то интересные вопросы, может быть. Да, давайте вот, девушка с вас. Ну, я начала пока. Так. Я пока начала с фотошопа, иллюстратора, и я не знаю, с чего начать. Значит,
Нет, давайте да. Смотрите, Photoshop Illustrator вообще неотъемлемая часть работы, да, во фронтенде, потому что ты имеешь, если ты верстальщик, имеешь какой-то макет, тебе его дал дизайнер, и ты должен разобраться элементарно, как посмотреть, какого цвета что-либо, какого шрифта, какой размер у шрифта, какие-то картинки из макета вырезать к себе и так далее. Вам необходимо будет начать, да, HTML, дальше CSS и базовый JavaScript. После того, как вы сделаете несколько макетов, то есть несколько сверстанных страниц, например, landing page, это одностраничные какие-то длинные сайты, называется landing page. После того, как сделаете 3-4 landing page страницы, то уже можно будет думать в развитии именно в JavaScript в сторону React. Вот там вопрос был, парня. Как вы до вас дотянуться? Задавайте громко. Вы же работаете в ветеран, да? Да. Вы набираете стажеров? Я выпускник хотел пожаловаться. Смотрите, вот обучение в ветеран, если есть ученики способные были и так далее, так как мы все работаем в сфере IT, у нас есть много знакомых, связей в IT и так далее, которые говорят, что, например, мне пишут, говорят, у тебя есть специалисты, там, верстальщики, мне очень они нужны. И если я действительно вижу, что у вас уровень навыков, мне не стыдно вас отдать знакомым каким-то на работу, то я вас обязательно рекомендую, вы устраиваетесь. Но нужно показать как-то себя, что да, я это могу, чтобы я мог вас отправить куда-то на стажировку, на обучение, на работу, может быть, чтобы мне за вас не было стыдно. А работы очень много. То есть у нас наши ученики последнюю неделю еще 3 устроились на работу, и как вот они в среду первый день вышли, все хорошо. У вас уже есть какие-то знания, да? Есть какие-то знания? Да, вы можете мне написать, и я постараюсь вам найти стажировку. Вот. Еще вопросы у кого есть какие-то, как начать? Вы сказали насчет React.js. Я особо с JavaScript не знаком, но слышал, как Vue.js, дополнительная библиотека. Как вы, фронтенд-разработчик, уже имеющий опыт, где больше перспектив, Vue.js или React.js? Есть спор, и можно ли сказать различия между где используется React и где используется Vue.js? Спасибо. Смотрите, вообще основных 3 фреймворка библиотеки Angular, Vue и React. Вот. Из них самый быстродейственный это на текущий момент Vue. Вот самый быстродейственный Vue, больше всего спроса имеет на текущий момент на рынке это React. То есть React более обширная библиотека, и я показывал слайды с сайта Headhunters, и там именно по запросу фронтенд разработчика в основном требовались React-специалисты. Чем Angular хорош тот же, что у него комьюнити очень большой. То есть у вас не будет возникать проблем с каким-то с поиском каких-то плагинов и так далее. Если Angular тот же это фреймворк, то React это библиотека, и эту библиотеку даже можно использовать внутри Angular. Но если мы говорим о том, что на текущий момент актуально, то это React в любом случае. React. А Vue немного по времени побыстрее работает. Вот. В зависимости от того, в каком вы проекте работаете, но на текущий момент проектов больше все-таки на React. Смотрите в сторону React. Освоите React, на Vue вы переключитесь за неделю. На тот же Angular за неделю переключитесь. Да. Какой лэптоп лучше стоит купить, чтобы научиться все это? Какой лэптоп посоветуете? Какой лэптоп? Да. Вообще я работал долгое время на i7. 4 гигабайта оперативной памяти у меня было. Видеокарта 940 MX. Ну, ничего такого сверхъестественного. Смотрите, единственное, что нагружает компьютер, если у вас одновременно запущен Photoshop, и мы работаем с программой с IDE PHP Storm, либо WebStorm на выбор. И если одновременно 2 этих программы запускаем, то компьютер может немного подвисать. Поэтому i5
минимум 4 гигабайта оперативной памяти и желательно какую-нибудь видеокарту более-менее на ноутбуке. Вот. 15 тысяч сомов, если говорить об бэушном, то можно вполне обойтись. Можете купить где-то бэушный, там есть Нотник, KG, да, и еще какие-то магазины. Вот, да, вот такие вот параметры. Да, еще вопрос. Многие говорят, что без бэкэнда, просто с фронтендом нельзя так много, так динамичных сайтов нельзя сделать. И так, таких крутых сайтов, как эти Alibaba там, или Facebook нельзя. Это правда? Смотрите, во-первых, Alibaba, Facebook и так далее, это все командная разработка. И фронтенд специалист, он вообще рассчитан на то, что будет работать в команде. И когда новый какой-то проект создается, в команде участвует дизайнер, второе участвует верстальщик, тестировщик, фронтенщик и бэкэндщик. То есть бэкэнд занимается серверной какой-то частью, в это время верстальщик что-то верстает. И после чего передает это фронтенд специалисту, и он объединяет серверную часть с визуальной. То есть расчет на то, что это будет командная работа. Вот, да. Еще вопросы? Да. Давайте. В нынешние, обязательно ли учиться в универе или можно так через курсы там стать полноценным специалистом? Вот я ждал этот вопрос. На каждом мероприятии задается этот вопрос. Нужно ли нам идти учиться? Да, можно громче. Учиться, конечно, нужно идти, но если у вас нет такой возможности, то лучше всего, конечно, идти целенаправленно что-то изучать. Потому что если брать IT, то я сам учился в Славянском университете, и программа, которая там была, она была установлена, вообще преподаватели там 40 и выше, да, 40 плюс. И, соответственно, давался материал, который был не совсем актуальным. И если мы берем мир фронтенд, то все меняется, каждые 2 года появляются новые фреймворки. И если я сейчас приду к своему преподавателю и начну с ним разговаривать о мире фронтенд, он меня абсолютно не поймет. Поэтому диплом нужен, если вы хотите потом куда-то мигрировать и так далее, то в списке там пакета документов у вас может быть диплом и так далее, для какого-то личного самоудовлетворения. Но если вы хотите прям целенаправленно заниматься... Очень доступно. И основным критерием и требованием это знание чешского либо немецкого языка на уровне C1. Меня зовут Алмамбет, я являюсь основателем компании Айтеран. Перспектив, сейчас кратко о себе пока расскажу. Хочу сейчас представить нашего уважаемого преподавателя Игоря Самарцева, который на сегодняшний день открыл свою компанию, работает по разработке сайтов, приложений. Раньше работал в крупной международной компании, как Cybers, которая на сегодняшний день у них, по-моему, около 10 аккаунтов, да, Игорь, есть, где больше 10 миллионов долларов выручка на сайте Upwork. Давайте поприветствуем Игоря аплодисментами. Всем добрый вечер. Рад, что все собрались. Значит, всем интересна тема IT, и в IT мы будем все с вами развиваться. Меня зовут Игорь Самарцев, как он меня представил. Мне 22 года, я являюсь фронтенд-разработчиком. Во фронтенде я уже более 6 лет. Начинал все с верстки и постепенно прокачивал свои какие-то навыки. Здесь мы собрались о том, чтобы познакомиться с миром фронтенд, узнать, что это такое, и понять, нужно нам это или нет. Хотелось бы сейчас вообще, чтобы подняли руки, знает ли кто-то что-нибудь о фронтенде, о верстке и так далее. Может быть, кто-то ранее что-то читал. Давайте руки вверх, чтобы как-то понимать, да? Хорошо, есть знающие, а кто вот вообще просто прочел рекламу и увидел слово программирование и решил прийти? Такие есть, которые вообще не бум-бум, если так вот все видно. Давайте тоже ручки вверх. Классно. Ну, сегодня мы будем знакомиться со фронтендом. Что такое фронтенд вообще?
Например, когда вы открываете какой-либо сайт, и все, что вы видите визуально на сайте, это и есть фронтенд часть, за которую отвечает фронтенд разработчик. Вообще разработка всего сайта делится на две части. Это разработка backend и разработка frontend. Backend — это, грубо говоря, база данных, какой-то обработчик серверный, где хранятся все ваши данные, когда вы регистрируетесь на сайте, пишете какие-либо посты и так далее. Фронтенд часть — это все, что вы видите на сайте визуально. Так вот, задача фронтенд разработчика: у нас есть какая-то статичная веб-страница с неизменными данными. И задача фронтенд разработчика — связать бэкэнд, серверную часть, с визуальной частью, чтобы наши все данные на странице подгружались и были какими-то динамичными. Можно слайд следующий. Вообще, с чего нужно начать, чтобы стать фронтенд-специалистом, верстальщиком и последующим фронтенд-специалистом? Это как минимум 3 технологии: HTML, CSS, JavaScript. Кто знаком с HTML, давайте еще раз ручки вверх. Да. HTML на самом деле достаточно простой язык. HTML — это не язык программирования, а язык разметки. То есть, когда вы открываете какой-либо сайт, ваша страница имеет определенную структуру. Так вот, эту структуру вы строите на языке HTML. Дальше у нас, то есть она такая скучная, некрасивая, дальше вступает в силу CSS, это язык стилей, который позволяет нам как-то визуально оформить нашу страницу, наш веб-сайт. И третье — JavaScript. Кто когда-либо работал с JavaScript? Есть такие? Есть, да? Для чего JavaScript? Прямо на весь зал. Для чего? Для калькулятора. Да, и на самые первые уроки JavaScript, да? Для чего? Выполнять какие-либо функции, да? Она действует выполняет действие за действием. Действие за действием. Хорошо, вот какая. Да, JavaScript позволяет нам создать какую-то динамику на нашей странице, обрабатывать какие-то события. Например, вы зашли на какой-то сайт, и вы хотите, чтобы вам перезвонили с этого сайта, и там есть кнопка «Заказать звонок». Вы нажимаете, всплывает какое-то окно для ввода телефона. Так вот, JavaScript, он понимает, обрабатывает события, то, что вы нажали, и выполняет какое-то действие. В данном случае он обрабатывает какие-то события. И сейчас мы, да, давайте следующий слайд. Как раз таки было правильно. Смотрите, перед нами есть сайт Lolofo. Мы видим, он такой красивый, стильный. Вот. И перед нами сейчас стек таких технологий, как HTML, CSS и JavaScript. Но JavaScript мы сейчас не можем потрогать, так как это просто скриншот страницы. Да, вот и теперь можно туда-сюда не листать, пожалуйста. Вот полностью стек, да, ничего себе, я кричал в свой голос. Сейчас HTML, CSS и JavaScript. Теперь можно слайд следующий. И вот сейчас мы видим структуру сайта в чистом HTML виде. То есть структура сайта, она никак не оформлена и выглядит очень скучно и некрасиво. Это то же самое, как человек, да, у него есть скелет. То же самое на HTML мы строим какой-то скелет нашего сайта. И после чего, благодаря CSS, мы можем придать презентабельный какой-то красивый вид нашей странички. Давайте идем дальше. Да, вот здесь. На чем этот код написан? Java. Где здесь Java? Да, возможно, не видно издалека. Это чисто HTML, и в результате, если мы сохраним этот код, то мы увидим на экране браузера надпись «Привет, мир». Это самый элементарный пример кода. То есть здесь мы что можем наблюдать? Теги H1, которые говорят, что текст у нас должен быть каким-то крупным. И вообще вся страница так и строится при помощи тегов на HTML. То есть у нас есть какой-то текст, мы его оборачиваем в какие-то теги, оборачиваем в какие-то теги и получаем какой-то результат. То есть так и работает HTML. Порядка чуть больше 110 тегов нам остается выучить, и все, вот весь HTML. Хорошо, идем дальше. Следующий слайд. Здесь какой код у нас? На чем? Да, вот здесь как раз таки код на JavaScript.
Вот, здесь мы видим работу на React Redux. И вообще, чтобы быть, смотрите, фронтенд делится на несколько частей. Ты можешь работать верстальщиком, то есть для этого ты должен знать HTML, CSS и JavaScript. И JavaScript ты должен знать немножко для каких-то элементарных действий. Ты будешь работать, можно не переключать, вот когда говорю, переключи. Он сам делает. Сам делает? Тогда видите. HTML, CSS, JavaScript. Ты будешь верстальщиком. Кто такой верстальщик? Есть кто знает, кто такой верстальщик? Кто такой верстальщик? Да, верстка. Смотрите, когда начинается разработка какого-то проекта, сначала сайт отрисовывает дизайнер, и отрисовывает он в таких программах, как Illustrator, либо Photoshop. После того, как дизайн утверждается заказчиком, передается макеты, передается верстальщику. И задача верстальщика превратить из картинки в какую-то статичную веб-страничку. И чтобы работать верстальщиком, достаточно знаний HTML, CSS и JavaScript. На изучение HTML, CSS, JavaScript вам потребуется месяца 3, если вы будете упорно заниматься и изучать. Так, давайте слайд дальше. Смотрите, до этого я показывал было HTML, CSS, JavaScript. Если вы знаете эти три технологии, вы можете устроиться на работу верстальщиком. Можете зайти на Job.kg, посмотреть, сколько оплачивают верстальщику. Также еще можете где искать работу и смотреть вакансии. У кого есть Telegram, можете открыть Telegram и в поиске напечатать собачка Find Work на английском. И это группа, куда выкладываются все вакансии для работы IT. Билайн, Ошка, все туда выкладывают работу, можете посмотреть. И чтобы работать полноценным фронтенд-разработчиком, вам необходимо знание фреймворка библиотеки React либо Angular, дальше Babel, Gal и NPM. То есть если мы возьмем вот так вот по диагонали все 4 технологии, то вы уже сможете работать полноценным фронтенд-специалистом. А если вы знаете только HTML, CSS, JavaScript, то вы работаете верстальщиком, соответственно. Давайте дальше. Компания EPAM. Кто-нибудь слышал о такой компании? IT-компания EPAM. Вы слышали, да? И как ни странно. Как вы думаете, сколько человек работает в этой IT-компании? Офис самый крупный находится в городе Минск. Вот приблизительные цифры. Сколько человек в компании? 10 тысяч, 3 тысячи. Вот вообще говорят, что сейчас все идут в айтишники, и скоро будет такое, как с экономистами. Все айтишники, и работа закончится, и будем учиться на кого-нибудь другого. Можно следующий слайд? Здесь мы видим из Википедии, что число сотрудников справа 26 тысяч на текущий момент. То есть в одной IT-компании 26 тысяч. И проблем с работой не бывает у хорошего специалиста. У нас есть такие компании, как Zensoft, MacDevs, тот же Cybers, Eracase, и все эти компании готовы взять стажеров, чтобы их обучать. То есть у Zensoft, если не ошибаюсь, есть летняя стажировка, они набирают около, может быть, 100 человек, и в течение всего лета их обучают. Если вы успешно заканчиваете, они оставляют вас к себе на работу. Давайте пойдем дальше. Что там у нас? Следующий слайд. Так, да, стоп. Я зашел на сайт headhunters.ru, очень мелко, может быть, кому-то не видно, и ввел в поиске HTML-верстальщик. То есть я хочу найти для себя работу HTML-верстальщиком, и вот такие результаты я получаю. Назад. Собственно, само по себе гуляет. Сам по себе работает. Да. Так, назад. Да. Следующий. Стоп. И мы видим, вот смотрите, если присмотреться, требования к верстальщику, опыт работы на аналогичной позиции 2 года, уверенное знание HTML5, CSS3 и JavaScript. То есть 3 технологии вполне хватает для работы верстальщиком, и зарплата там от 60 тысяч. Эти технологии можно выучить, ну вот если упорно вы будете заниматься, то 3 месяца вам вполне будет достаточно, но главное заниматься. Давайте следующий слайд. И теперь у нас в результатах полноценный фронтенд-разработчик. Мы видим, что основное требование – это знание библиотеки React.js, и здесь уже уровень зарплаты от 140 тысяч до 120. То есть HTML, CSS, JavaScript и плюс знание библиотеки React. Уже в 2 раза увеличивает нашу зарплату.
Сколько времени нужно для этого? Ну, 6 месяцев нужно будет для изучения вот стека этих технологий, плюс требуется очень много практики. Если вы не готовы к тому, что вам нужно очень много заниматься, то лучше в это вообще не лезть. Если вы готовы трудиться и прийти к какой-то цели, то давайте будем заниматься. Что касается работы в наших местных компаниях, то вообще у стажеров, то есть раньше как было, что все работают за бесплатно, готовы работать за бесплатно, лишь бы нарабатывать опыт. Сейчас немного другая система, что берут стажеров и зарплата у них от $300. От $300, то есть ты обучаешься, работаешь, в течение полугода тебе уже выставляют какие-то новые финансовые условия. Если ты фронтенд специалист полноценный, то у нас в городе это от $800. Вот, так, что у нас там дальше? Если ты изучил HTML, вот все эти технологии, все это так классно, где же ты будешь работать, да? То есть основная проблема. Первое, ты можешь работать на фрилансе, то есть удаленно. Перед нами сейчас российские сайты фриланса. Это freelance.ru, fl.ru. fl.ru является самым таким крупным из российских. Вы можете зайти на этот сайт, перейти во вкладку «Проекты» и посмотреть вообще, какие предложения по работе предлагают вам заказчики. То есть это сайты, где вы не устраиваетесь на постоянную работу. Заходит какой-то человек, говорит, мне нужно разработать интернет-магазин, один проект, интернет-магазин, и вы заходите как исполнитель и предлагаете свои услуги, что я могу выполнить. Сделали его заказ, ищите нового заказчика, то есть это просто поиск проектов, которые вы можете выполнить. Это что касается российских оплат в рублях. В среднем оплата рублей 500 в час, если вы такой среднего уровня специалист. И дальше есть еще европейские площадки, они уже являются англоязычными. Здесь уже лидер на рынке Upwork. Но для работы на Upwork вам необходимо уже знание английского языка. Вот. Если с английским нет никаких проблем, можете начать работать на Upwork. Кстати, вот группу давал, _Findwork в Телеграме. Если вы туда зайдете, там в описании есть еще ссылка на группу Upwork, где из Кыргызстана собрались люди, создали свою группу и помогают друг другу работать на удаленной основе. Вот. Сейчас хотел бы ответить на несколько вопросов, у кого, может быть, возникли касаемо фронтенда и так далее. У кого есть вопросы, можете поднять руку. Кто хочет начать заниматься фронтендом, но не знает, с чего начать, какие-то интересные вопросы, может быть. Да, давайте вот, девушка с вас. Ну, я начала пока. Так. Я пока начала с фотошопа, иллюстратора, и я не знаю, с чего начать. С HTML, правильно? Да. Смотрите, Photoshop Illustrator вообще неотъемлемая часть работы, да, во фронтенде, потому что ты имеешь, если ты верстальщик, имеешь какой-то макет, тебе его дал дизайнер, и ты должен разобраться элементарно, как посмотреть, какого цвета что-либо, какого шрифта, какой размер у шрифта, какие-то картинки из макета вырезать себе и так далее. Вам необходимо будет начать, да, HTML, дальше CSS и базовый JavaScript. После того, как вы сделаете несколько макетов, то есть несколько сверстанных страниц, например, landing page, это одностраничные какие-то длинные сайты, называется landing page. После того, как сделаете 3-4 landing page страницы, то уже можно будет думать в развитии именно в JavaScript в сторону React. Вот там вопрос был у парня. Как бы до вас дотянуться? Задавайте громко. Вы же работаете в ветеран, да? Да. Вы набираете стажеров? Я выпускник хотел пожаловаться. Смотрите, вот обучение в ветеран, если есть ученики способные были и так далее, так как мы все работаем в сфере IT, у нас есть много знакомых, связей в IT и так далее, которые говорят, что, например, мне пишут, говорят, у тебя есть специалисты, там, верстальщики, мне очень они нужны. И если я действительно вижу, что у вас уровень навыков, мне не стыдно вас отдать знакомым каким-то на работу, то я вас обязательно рекомендую, вы устраиваетесь.
но нужно показать как-то себя, что да, я это могу, чтобы я мог вас отправить куда-то на стажировку, на обучение, на работу, может быть, чтобы мне за вас не было стыдно. А работы очень много. То есть у нас наши ученики последнюю неделю еще 3 устроились на работу, и как вот они в среду первый день вышли, все хорошо. У вас уже есть какие-то знания, да? Есть какие-то знания? Да, вы можете мне написать, и я постараюсь вам найти стажировку. Вот. Еще вопросы у кого есть какие-то, как начать? Вот. Вы сказали насчет React.js. Я особо с JavaScript не знаком, но слышал, как Vue.js, дополнительная библиотека. Как вы, фронтенд-разработчик, уже имеющий опыт, где больше перспектив, Vue.js или React.js? Есть спор, и можете сказать различия между где используется React и где используется Vue.js? Спасибо. Смотрите, вообще основных 3 фреймворка библиотеки Angular, Vue и React. Вот. Из них самый быстродейственный это на текущий момент Vue. Вот самый быстродейственный Vue больше всего спроса имеет на текущий момент на рынке это React. То есть React более обширная библиотека, и я показывал слайды с сайта Headhunters, и там именно по запросу фронтенд-разработчика в основном требовались React-специалисты. Чем Angular хорош тот же, что у него комьюнити очень большой. То есть у вас не будет возникать проблем с каким-то с поиском каких-то плагинов и так далее. Если Angular тот же это фреймворк, то React это библиотека, и эту библиотеку даже можно использовать внутри Angular. Но если мы говорим о том, что на текущий момент актуально, то это React в любом случае. React. А Vue немного по времени побыстрее работает. Вот. В зависимости от того, в каком вы проекте работаете, но на текущий момент проект больше все-таки на React. Смотрите в сторону React. Освоите React на Vue, вы переключитесь за неделю. На тот же Angular за неделю переключитесь. Так. Какой лэптоп лучше стоит купить, чтобы научиться все это? Какой лэптоп посоветуете? Какой лэптоп? Да. Вообще я работал долгое время на i7, 4 гигабайта оперативной памяти у меня было, видеокарта 940 MX, ну, ничего такого сверхъестественного. Смотрите, единственное, что нагружает компьютер, если у вас одновременно запущен Photoshop, и мы работаем с программой с IDE PHP Storm, либо WebStorm на выбор. И если одновременно 2 этих программы запускаем, то компьютер может немного подвисать. Поэтому i5 минимум 4 гигабайта оперативной памяти и желательно какую-нибудь видеокарту более-менее нам будет. Вот. 15 тысяч сомов, если говорить о бэушном, то можно вполне обойтись. Можете купить где-то бэушный, там есть Нотник, KG, да, и еще какие-то магазины. Вот, да, вот такие вот параметры. Да, еще вопрос. Многие говорят, что без бэкэнда, просто с фронтендом нельзя так много, так динамичных сайтов нельзя сделать. И таких крутых сайтов, как эти Alibaba там, или Facebook нельзя. Это правда? Смотрите, во-первых, Alibaba, Facebook и так далее, это все командная разработка. И фронтенд-специалист, он вообще рассчитан на то, что будет работать в команде. И когда новый какой-то проект создается, в команде участвует дизайнер, второе участвует верстальщик, тестировщик, фронтенщик и бэкэндщик. То есть бэкэнд занимается серверной какой-то частью, в это время верстальщик что-то верстает. И после чего передает это фронтенд-специалисту, и он объединяет серверную часть с визуальной. То есть расчет на то, что это будет командная работа. Вот, да. Еще вопросы? Да. Давайте. В нынешней
Обязательно ли учиться в универе или можно так через курсы там стать полноценным специалистом? Вот я ждал этот вопрос. На каждое мероприятие задается этот вопрос. Нужно ли нам идти учиться? Да, можно громче. Учиться, конечно, нужно идти, но если у вас нет такой возможности, то лучше всего, конечно, идти целенаправленно что-то изучать. Потому что если брать IT, то я сам учился в Славянском университете, и программа, которая там была, она была установлена, вообще преподаватели там 40 и выше, да, 40 плюс. И, соответственно, давался материал, который был не совсем актуальным. И если мы берем мир фронтенд, то все меняется, каждые 2 года появляются новые фреймворки. И если я сейчас приду к своему преподавателю и начну с ним разговаривать о мире фронтенд, он меня абсолютно не поймет. Поэтому диплом нужен, если вы хотите потом куда-то мигрировать и так далее, то в списке там пакета документов у вас может быть диплом и так далее, для какого-то личного самоудовлетворения. Но если вы хотите прям целенаправленно заниматься то все-таки нужно либо самообразование, либо какие-то целенаправленные курсы. За время работы в Cypress коллектив был достаточно большой. И я спрашивал очень крутых специалистов, мы все собирались, разговаривали, я говорил, есть ли у тебя диплом? И он говорит, у меня окончено 9 классов, да? И таких людей 3 было как минимум в нашем филиале. И ты думаешь, что ты учился в университете, там, тратил на это время, сдавал все эти лабораторки. Он закончил 9 классов, и он работает фуллстек разработчиком, и он в бэкэнде просто на расхват, и во фронтенде он на расхват. Потому что все это время, которое мы ходили, сдавали лабы, уговаривали поставить там зачет и так далее, он все это время практиковался и изучал IT. Вот. И поэтому тут уже делайте выбор сами. Если вы хотите остаться здесь, работать удаленно, работать где-то здесь в компании, то диплом вообще нигде не спрашивают. То есть это в мире IT даже не совсем этично спрашивать диплом. То есть ты приходишь на собеседование, во-первых, когда ты отправляешь свое резюме куда-то в компанию, тебе отправляют тестовое какое-то задание. И после того, как ты выполнишь тестовое задание, только тогда тебя позовут в офис на личное собеседование. И на личном собеседовании в основном спрашивают какие-то ваши личные качества, потому что вы будете работать в коллективе, в команде, и чтобы вы не были каким-то драчуном там, и так далее. То есть это заранее все HR-отдел, он как бы пытается выявить. И максимум, что может быть на собеседовании, это вот как в Airsoft, да, когда вы приходите на собеседование, сначала проводится личное, и дается 2-3 задачки. И эти задачи достаточно простые. На JavaScript можете записать там название задач. Одна из популярных — это FizzBuzz задача. На собеседованиях встречается. Или вывести простые числа какие-то, но элементарно на проверку знаний алгоритмов. Вот. Все. Да, вот. Где второй микрофон? Нужно ли знать фронтенд и бэкенд? И с чего лучше начать? Во-первых, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, нужно много трудиться. Вы должны больше времени тратить не в соцсетях, а тратить над какой-то практикой. Дальше, вот смотрите, сейчас такое время, что лучше всего быть кем-то конкретным, либо фронтенд специалистом, либо бэкенд специалистом. Раньше не было того же React, не было Angular, Vue не было. И было очень удобно быть full-stack специалистом. Ты и здесь разбираешься, и здесь. Но сейчас эти 2 ветви настолько разрослись, что если ты full-stack специалист, то ты должен... То есть не настолько будешь компетентный и не настолько востребованный, как какая-то определенная ветвь. Потому что ты, когда изучаешь только фронтенд, ты углубляешься туда и полностью свои скиллы прокачиваешь. А когда ты full-stack, например, ты и там чуть-чуть, и там чуть-чуть. Это плохо. Еще вопрос. Давайте еще 2 вопроса. Да, давайте. Добрый вечер. Мне получается, если я хочу реализовать этот проект, и как я могу собрать команду, или где я могу найти команду и реализовать свой проект? У меня такой вопрос.
где вы можете собрать команду. Ну, во-первых, опять есть, вот помимо того, что я говорил, собачка, Findwork, это поиск работы, есть еще в Телеграме чат, там более 2000 человек, где именно айтишники сидят. Чат называется собачка DevKJ. Вы можете зайти в этот чат и предложить свою идею, и есть вероятность, что единомышленники с вами свяжутся и обсудят идею вместе с вами. Это по поиску вашей команды по проекту. Как-то так. Давайте сейчас немножко еще расскажу про условия работы в компаниях. Если берем местные компании, то опять же тот же Zensoft, например, там работа начинается, например, с 9 и до 6 вечера. То есть вы работаете в офисе, не удаленно и так далее. Есть у нас компании, где, например, тот же MadDevs, там очень гибкая такая, рабочий график, он очень гибкий. В том же Cypress рабочий график достаточно гибкий. Например, с 8 утра до 11 дня вы можете прийти в любое время, и вот это времени отсчитывается 8 часов. И вы можете идти домой. Если вы пришли в 8 утра, вы там можете в 5 уже пойти домой. Да? Если вы пришли в 10, в 7 вечера вы выходите домой. Вот. Дальше у программиста, то есть получается, нет такого, что он должен сидеть постоянно за своим рабочим местом и выполнять какой-то проект. То есть тебе дают задание, например, ты должен по фронтенду сделать вот эти вот таски. Ты говоришь, что я эти таски выполнил, например, за 6 часов, за 12 часов и так далее. Если ты их оценил в 12 часов, то ты их можешь выполнить за 8 часов, например. И все остальные 4 часа ты можешь там, не знаю, опять же, если взять Cypress, у нас в офисе есть теннисный корт, не теннисный корт, а теннисный стол. У нас есть бассейн, у нас есть в подвале парилка, разные настольные игры и так далее. То есть ты все свое свободное время можешь проводить за играми, развлечениями, но главное, чтобы ты выполнял свой проект. Его можешь выполнить ночью дома, прийти на работу и там просто балду гонять. Ты оцениваешь проект и выполняешь в эти часы, и все. Условия созданы максимально комфортные. То есть если ты пришел на работу в 10 дня, и ты через 15 минут захотел кушать, ты пошел покушал. То есть все условия создаются, чтобы вы выполняли работу. Вот. И да, вопрос ваш еще. Сюда будет микрофон. Вы сказали JavaScript, да? Да. А JavaScript вы на каком стандарте обучаете и до какого уровня получаете? ES6 у нас на текущий момент. До какого уровня? До написания своих проектов на React, Redux. Вот. Это наша цель, чтобы было у вас как минимум парочку проектов на React Redux, которые вы могли бы в качестве портфолио предоставить компании. А там JavaScript у вас асинхронное программирование тоже идет, да? Асинхронное программирование, да, у нас используется. А в React у вас паттерны тоже будете обучать или как? По программе вообще у нас рассчитано написание интернет-магазина на React. В качестве бэкэнда мы используем, у нас бэкэнда нет, мы используем Strapi CMS и подключаемся к бэкэнду Strapi. Вот. И это наш основной проект интернет-магазин. Последний вопрос. Redux у вас входит? React Redux у нас. То есть все данные мы храним в сторе и вызываем их из стора. Да. Можете, пожалуйста, прокомментировать курсы, которые предлагают научить тебя за 1 месяц создавать сайты без верстки? Это как? Немного понятно. Кстати, за 1 месяц есть у нас курсы, которые учат создавать сайты за 1 месяц. Есть моя ученица Айнур. Она обучалась, можете руку поднять, здесь, да. Она обучалась в компании, в другой. Там было такое, что обучись созданию сайтов за 1 месяц. После чего она потом пришла к нам на курсы, да, и мы начали с самого нуля, и вообще не было видно по знаниям, что за месяц там чему-то научили. То есть мы обучались 6 месяцев, и нам и то мало было 6 месяцев. Есть кто многие хотят продолжить, да, это на релаже, хотят продолжить люди, то есть очень мало времени. За месяц нереально чему-то научиться. Например, если мы возьмем Дизель, да, откроем сайт Дизель, перейдем во вкладку «Интернет», «Услуги», и там есть такое, что разрабатываем сайты для компаний за $300, за $400 и так далее в течение 1-2 недель. Как это все делается?
Допустим, какая-то команда разработала сайт, новостной какой-то портал, сайт-визитку, и эта команда выкладывает свой сайт в общий доступ и говорит о том, что вы все можете пользоваться нашим сайтом, нашей структурой. Ваша задача только заключается в том, чтобы этот сайт скопировать к себе на сервер, поменять дизайн, поменять тексты, и у вас получается новый сайт. И получается, самая популярная такая платформа — это WordPress. Может быть, слышал кто-то, можете записать, прочитать про WordPress. То есть мы установили за 10 минут, поменяли текст и дизайн. И как чаще всего это делается, допустим, вы звоните, говорите, мне нужно сайт разработать для моей фирмы. Они говорят, все хорошо, $500. Вы спрашиваете, сколько по времени? Они говорят, месяц будем делать. Все, разработка началась, вы оплатили, проходит 3,5 недели, они ничего не делают, и потом за 3 дня делают вам сайт и говорят, о, мы 8 месяцев так старались, так трудились. На самом деле взяли они готовую платформу, перекрасили ее, и получилась какая-то другая система. То есть как-то стыдно, да, говорить заказчику, что я возьму за сайт у тебя $500, через 2 дня приходи, все будет готово. Он скажет, ничего себе ты зарабатывать хочешь. Поэтому тянется время в течение месяца, и потом говорит, вот ваш сайт, $500. Да. Все у нас по времени? Да, по времени. Ну, давайте поаплодируем.